городского телевидения, программа «Крупным планом». Я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Если вы давно хотите открыть свое дело, но не знаете, с чего начать, тогда наш сегодняшний эфир может быть вам полезен. У нас в гостях директор территориального бизнес-центра «Деловой мир Зауралья» Айнур Гумерович Ишмухаметов. Здравствуйте, Айнур Гумерович. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. В ближайшие 30 минут вы можете звонить нам по телефону прямого эфира 5 14 95, либо писать сообщения на Viber и WhatsApp на телефон 8 927 303 43 43. И мы на них обязательно ответим. Айнур Гумерович, изначально бизнес-центр создавался для того, чтобы помочь начинающим предпринимателям успешно стартовать в бизнесе, особенно на начальной стадии. Расскажите, пожалуйста, какие возможности на сегодняшний день предоставляет ваш бизнес-центр для предпринимателей? Бизнес-центр «Деловой мир Зауралья» у нас является организацией инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе является территориальным бизнес-инкубатором. И мы работаем в рамках положения о деятельности территориальных бизнес-инкубаторов в Российской Федерации. Бизнес-инкубатор из себя представляет, и наш бизнес-центр «Деловой мир Зауралья», это тепличные условия для начинающих предпринимателей. Что из себя это представляет? Когда начинающие предприниматели попадают на нашу площадку на конкурсной основе, им предоставляется полный спектр услуг, что необходимо на начальном этапе. Это получается полностью оборудованное офисное помещение, то есть туда все включено, это и мебель, оргтехника, коммунальные платежи, это включено получается интернет, телефонная связь. Но главное преимущество тех предпринимателей, начинающих, которые попадают, это сопровождение квалифицированных специалистов в течение 3 лет. Да, и таким образом, какие бы вопросы ни возникали у наших начинающих предпринимателей, наши специалисты, территориальные бизнес-инкубаторы, готовы их выслушать и им помочь. Территориальный бизнес-центр, какая сфера, какая зона входит в вашу сферу обслуживания, скажем так? В нашу зону входят это территории Башкирского Зауралья, это Абзелиловский район, Баймакский, Хайбулинский, Бурзянский район, Зианчуринский, Зилаирский. То есть все районы Башкирского Зауралья. Каким образом те, кто хочет открыть свое дело, может стать вашим резидентом? Для того, чтобы стать нашим резидентом, необходимо подать заявку в территориальный бизнес-инкубатор на конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия у нас сформирована на базе администрации городского округа города Сибай. И конкурс у нас проходит не реже одного раза и не чаще, получается, одного квартала. И таким образом, при наличии свободных офисных помещений, мы готовы принять новых резидентов территориального бизнес-инкубатора. Но, может, подскажете, что включает в себя этот конкурс, какие критерии отбора? То есть может человек прийти и просто сказать: я хочу стать предпринимателем, или должна быть какая-то конкретная идея, или может быть даже уже бизнес-план? Как это все обстоит? Но к нам приходят как предприниматели, которые зарегистрировались, и так люди, которые еще планируют начать свое дело. То, что касается, чтобы попасть на нашу площадку, необходимо соблюсти следующие критерии. Это данному начинающему предпринимателю с момента регистрации в налоговой инспекции должно пройти не более года. В том числе он должен быть зарегистрирован на территории Зауралья, Республики Башкортостан. Следующее, он должен отвечать приоритетным видам деятельности, исключающие из себя следующие виды деятельности. Это игорный бизнес, это нотариальные конторы, адвокатура, это игорный бизнес, страховые компании. То есть, если вы не занимаетесь данными направлениями, то, конечно же, добро пожаловать в бизнес-центр «Деловой мир Зауралья». Ну вы сейчас озвучили направления, в которых не стоит пытаться стать резидентом вашего бизнес-центра. А есть ли какие-то направления, которые более предпочтительны? То есть на что-то конкретно упор делаете или прям без разницы? Нет, упор, еще раз повторюсь, мы работаем согласно положению о деятельности бизнес-инкубаторов, и там прописано только ограничение, те виды деятельности, которые не имеют права размещаться на базе территориального бизнес-инкубатора. И исходя из этого, все остальные имеют право.
Мгм. Ну просто сейчас, допустим, да, активная поддержка идет сельхозпроизводителей. Вот в рамках этого какие-то специфические какие-то программы действуют или нет? Сельхозтоваропроизводители, да, они издавна идут в числе приоритетных. А насчет программ, а, также среди резидентов у нас есть непосредственно те предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством. А программы у нас по сельскому хозяйству, они сосредоточены на базе Министерства сельского хозяйства. Если переходить к конкретизации, то есть у нас есть для начинающих сельхозтоваропроизводителей такие программы, как «Начинающий фермер», где выделяются до 1,5 миллиона рублей на развитие своего бизнеса. И что интересно, 3 миллиона выделяется тем сельхозтоваропроизводителям, которые занимаются молочным направлением и мясным направлением, разведением крупнорогатого скота. Да. Там, конечно же, есть определенные особенности, которые необходимо соблюсти начинающим предпринимателям, точнее главам крестьянско-фермерским хозяйствам. Первое, то, что он должен вести свою деятельность на базе, на территории сельского поселения. Наш город, к сожалению, с текущего года, да, не входит, потому что является городским образованием. Он должен быть зарегистрирован как глава крестьянско-фермерского хозяйства, не как индивидуальный предприниматель, не юридическое лицо. У него должен быть стаж в сельском хозяйстве или образование в сельском хозяйстве. И если вот эти критерии плюс свои вложения не менее 10% у него имеются, то он может подать заявку в Министерство сельского хозяйства и попытать счастья получить финансовую поддержку на развитие своего бизнеса. Айнур Гумерович, мы сегодня говорим о начинающих предпринимателях, да, но начинающим можно стать и в 18 лет, и в 60. А для резидентов какие-то возрастные ограничения существуют? Для резидентов ограничений не существует, необходимо являться всего лишь предпринимателем и соблюсти те критерии, которые я обозначил. То есть с момента регистрации в налоговой инспекции не должно быть более года. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Гость сегодня — директор территориального бизнес-центра «Деловой мир Зауралья» Айнур Гумерович Ишмухаметов. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 5 14 95 или писать сообщения в Вайбере и WhatsApp на номер 8 927 303 43 43. Айнур Гумерович, у нас бизнес-центр существует уже несколько лет, да? Сколько точно? Мы работаем с 2008 года. Ну да, вот в следующем году будете отмечать уже свой 10-летний юбилей. На сегодняшний день сколько резидентов у вас числится на базе? Порядка 20. Это полностью заполнено или все-таки Нет, есть еще свободные места? Имеются свободные места, наполняемость у нас порядка 70%. Вот из этих 20 резидентов какие направления можете отметить? Какой бизнес представлен у вас на сегодняшний день? Разного направления. Это производство минеральных удобрений, это производство мебели, это получается камнеобработка, это образовательная деятельность, это производство национальных напитков, буза и многие-многие другие. Но вот за прошедший срок, все-таки почти 10 лет, 9 лет, да, пока будем брать, это все-таки уже достаточно серьезный срок. Каких наиболее ярких резидентов можете вспомнить? На самом деле, вот за этот короткий промежуток времени, 9 лет, у нас уже есть те устоявшиеся предприниматели, которых мы можем отметить. Это индивидуальный предприниматель Баскакова, это производство флорентийской мозаики, картин. Сейчас она работает совместно с Девятовым Дамиром Иратовичем. Выпускают уникальные картины, из пазла собирают вот эти из сибайской яшмы, да, собирают камни. Наша съемочная группа там тоже была, это просто на самом деле произведение искусства. Да, и реализует, получается, по всему миру, и их картины стоят в лучших музеях нашей столицы. Также могу отметить, это компания ООО «Алекс», это компания, которая занимается производством мебели, но главное, то, что она делает, это производство фасадов. То есть это один из первопроходцев компании, которая запустила данное направление. У нас до этого наши
меблички, закупали продукцию, фасады с Челябинска. Могу отметить, у нас также сельскохозяйственный кооператив «Буранбай» в лице Фирдоуса Абдуловны. Это компания, которая занимается сбором молока у населения в Баймакском районе, Бурзянском районе. У нее есть молокоприемочные пункты в селе Юмашево, Тимясово. Сейчас вот в этом году открыла в Бурзянском районе. За короткий промежуток времени она поставила охладители, купила молоковозы и создала очень хорошее количество рабочих мест. Эта компания также НТС, который в лице Салавата Ураловича, который выступает в роли брокера, занимается также правильным, так скажем, наше непростое время в кризисное, правильным вложением финансовых средств, точнее хеджированием. Тоже вот, если вспоминать, это также индивидуальный предприниматель Баскакова, не Баскакова, а Журба. То есть про Баскакову я сказал до этого, да. То есть она занимается у нас общепитом. Так что вот есть определенное, так скажем, количество предпринимателей, и их можно перечислять. Это и компания ООО «Горизонт» в лице Рабынина Игоря, который занимается кровлей, и он также становился победителем регионального этапа «Молодой предприниматель России». Это вот кровли из МДФ панели. Его объекты это ТЭЦ-5, ТЭЦ, это УГМК холдинг непосредственно. Достаточно серьезно. Да, и другие общеобразовательные учреждения. А как-то связь со своими выпускниками вы поддерживаете, общаетесь? Может быть, они, да, вот вы сказали, 3 года, да, не могут располагаться. Вот 3 года проходят, на 4-м году у них возникают какие-то вопросы, они могут к вам обратиться или вы уже не имеете права им помогать? По своей деятельности мы имеем право с ними контактировать, заключая с ними соглашения в рамках определенных предоставления услуг. Также у нас на базе территориального бизнес-инкубатора имеется микрофинансовая организация Республики Башкортостан, которая выдает микрозаймы для предпринимателей Зауралья. И микрозаймы до 3 миллионов рублей под 10% годовых. И что интересно, данные предприниматели, конечно же, и обращаются, и вот это 10%, с учетом того, что они оплачивают ежемесячно основной долг и проценты, переплата составляет 5,5%. Также данные предприниматели, резиденты, выпускники посещают наши мероприятия, которые мы проводим постоянно, чуть ли как бы не еженедельно, с приглашением различных бизнес-тренеров, гостей, спикеров. Так что у нас тесные взаимоотношения, в том числе мы сейчас на территории города Сибай создана группа в WhatsApp, где объединены наши предприниматели города и Зауралья республики. И таким образом через этот инструмент переговоров мы общаемся, делимся информацией. Мы со своей стороны, как территориальный бизнес-инкубатор, мы следим за ситуацией в экономике, не только на местном уровне, так и на региональном, федеральном уровне. И стараемся именно нововведения, которые у нас имеются, которые могут помочь для бизнеса, проинформировать и донести. Ну вот вопрос был, общаетесь ли вы со своими выпускниками? Да, общаетесь, контакт, связь есть, это хорошо. Если вы какую-то статистику ведете, то есть вот человек выпускается, то есть понятно же, что не у всех успешно складывается, да, то есть вот насколько успешны ваши предприниматели после выхода из стен бизнес-инкубатора? Мы в том году проводили анализ, за 4 года взяли всех предпринимателей, резидентов, которые были у нас, и просчитали. И что интересно, для себя получили такую интересную цифру, то что выживаемость наших резидентов является 66%. Для нас это было как бы очень, для нас как бы удивительная положительная информация, потому что в России мы знаем то, что 10-20% выживаемость в первый год. А здесь вот и в том году, и если мы 2 года назад еще анализировали, мы думали, это
может быть, ситуация Св- ухудшилась, да, но вот она как бы повторилась в том году, то, что выживаемость наших резидентов, то есть те компании, которые не закрылись, а все еще работают на благо развития своего бизнеса и путем отчисления налогов, то есть и Республики Башкортостан, то есть они работают, функционируют, и хороший результат, то есть выживаемость 66%. Ну да, тем более, если общероссийский показатель настолько низкий, я думаю, что мы впереди планеты всей, и дай бог, чтобы так оно было. Если у человека есть хорошая идея, да, есть даже бизнес-план, вот подскажите, с чего ему начать? Куда обратиться? Нет средств, да, есть идея, что делать? Но если, во-первых, надо понять то, что идея проработана ли у него или нет. То есть, если идея на самом деле не проработана, необходимо обратиться к нам. Мы можем проработать полностью его идею, то есть разработать такой мини-бизнес-план развития его бизнеса, его деятельности. Для себя и для него понять точки безубыточности, да, то есть окупаемость, проанализировать рынок, оценить, то есть стоит ли в данном направлении вообще развиваться или нет. Если идея проработана и он готов создать свое дело, но у него не имеют финансовые средства, конечно же, мы можем подсказать ему, в каких направлениях, откуда можно Поддержку получить, да, получить определенные финансовые средства. То есть это и кредитные продукты. Кстати, вот сейчас вот у нас на базе Фонда развития малого предпринимательства Республики создан Фонд инвестиционных инициатив Республики Башкортостан. И оно объявило конкурс как раз-то по выдаче микрозаймов по 2% годовых до 500 тысяч, до 3 лет. И тоже вот является определенной финансовой помощью для наших предпринимателей. 2% это получается при том, что он получит 500 тысяч рублей, это за 3 года будет переплата не более 30 тысяч рублей, точнее 30 тысяч рублей. И ежемесячные, и что интересно, там эти 2% необходимо будет заплатить единовременно в размере 6%, то есть 30 тысяч рублей. И остаток суммы, вот основная сумма, которую перечислят в фонд, 500 тысяч, предпринимателю необходимо будет заплатить в течение 3 лет. Это в сумме 13 888 рублей 88 копеек. Но есть и другие мероприятия поддержки. Если вот касательно данному предпринимателю, ну, будем как бы анализировать, необходимо какое-нибудь оборудование, но у него не хватает средств для приобретения, он, конечно же, может обратиться в лизинговые компании. Ну вот и как раз буквально на днях была новость, да, у вас в группе в социальных сетях, что в республике у нас создана республиканская, ну, региональная лизинговая компания. Вот что это такое, какие возможности она дает нашим предпринимателям? Да, на самом деле вот только пару дней назад стало известно, что республика стала победителем конкурса. И из федерального бюджета будет выделено 1,5 миллиарда рублей на создание лизинговой компании. Республика со своей стороны выделяет порядка 500 миллионов рублей. То есть общий фонд будет 2 миллиарда рублей. Что из себя будет представлять эта лизинговая компания? Те предприниматели, которые захотят приобрести оборудование по низким процентным ставкам, то есть они могут обратиться к этой лизинговой компании. И эта лизинговая компания на конкурсной основе сможет предоставить оборудование в лизинг для отечественного производства под 6%, для иностранного производства под 8%. А нам известно то, что другие лизинг-компании коммерческие, они выдают, конечно же, там более, то есть процентная ставка выше, 15 и более. Касательно других финансовых поддержек, которые у нас существуют в республике, можно говорить долго, и если необходимо... Ну, я помню, да, мы как-то тоже находились у вас на съемках, и вы говорили, что в принципе по линии каждого практически министерства, да, есть свои финансовые средства поддержки того или иного направления, да, это лучше уже к вам конкретно приходить и уточнять. У нас поступил вопрос, сколько стоит аренда вашего офиса и какие площади вы можете предоставить? Аренда офисного помещения у нас квадратный метр стоит 100 рублей.
Цена сложена из того, что это скидка 60% от ставки аренды нежилых помещений, утвержденной Советом городского округа. То есть средняя цена офисного помещения у нас составляет от 2 до 3 тысяч рублей в зависимости от квадратуры. И оно имеет полный, как бы туда все включено. То есть оргтехника, Да, свет, интернет. да, и всё плюс остальное. сопровождение в течение 3 лет. А квадратура какая офисных помещений? Средняя квадратура, получается, наших офисных помещений это 20-22 квадратных метра. Еще один вопрос. Телезритель спрашивает. Добрый вечер. У вас имеются только офисные помещения или вы можете и складские тоже предоставить? Складских помещений у нас имеются производственные помещения, порядка 700 квадратных метров. И мы тоже их предоставляем на конкурсной основе. Но на сегодняшний день, то есть свободные места есть? Свободные места, да, есть. Что касается обучения, да, когда ты только начинаешь осваивать новые для себя направления, конечно, очень важно всему обучаться и познавать много новой информации. Каким образом вы обучаете своих резидентов? Обучаем, во-первых, мы консультируем ежедневно наших предпринимателей, как начинающих, так и действующих предпринимателей Зауралья, Республики Башкортостан, которые нам обращаются по разным вопросам развития бизнеса. То, что касается обучения, мы контактируем и взаимодействуем с различными фондами республики. Это и с Центром поддержки предпринимательства республики, это и с Государственным комитетом по предпринимательству и туризму, это и Министерство молодежной политики и спорта и так далее. Вот в рамках этих, получается, фондов и министерских комитетов формируются денежные средства, где они заключает договора со спикерами, бизнес-тренерами и направляет по территориям республики. И в том числе в рамках взаимодействия они посещают и наш территориальный бизнес-инкубатор, и город Сибай и Зауралье в целом. То, что касательно обучения, можно привести даже статистику. В 2016 году, в 4 квартале, нас посетило только порядка 7-8 бизнес-тренеров. 9 ноября, кстати, текущего года, в ближайшее время, также планируется по линии корпорации МСП проведение 2 мероприятий в один день. И как раз сейчас по спикерам определяется корпорация. И так что мы приглашаем наших как начинающих предпринимателей, так и действующих предпринимателей посетить данное мероприятие. Тематика данного мероприятия будет генерация бизнес-идей и финансовая поддержка на местном, региональном и федеральном уровне. Данные семинары проводятся бесплатно, и посетить могут все желающие? Да, то есть нет? мероприятия мы проводим бесплатно, и посетить могут каждый, да. И вот хотел бы добавить, активность, конечно же, предпринимателей Зауралья не так, как в центре нашей республики. То, что касается 21-22 октября у нас намечается для предпринимателей, начинающих предпринимателей, которым нету 30 лет, бизнес-лагерь за счет государства, где питание и проживание включено. И у вас осталось всего лишь один день, уважаемые начинающие предприниматели, попытать свое счастье, попасть, как говорится, на этот бал. Там будут действительно топовые спикеры, бизнес-тренеры города Уфы, а также наставники. Это действующие предприниматели, которые работают уже на рынке более 10 лет. Первый бизнес-лагерь у нас в республике в этом году прошел. Он прошел на базе Павловки. Данный бизнес-лагерь будет 21-22 октября на базе санатория «Связист» в городе. А то, что было на Павловке, его провел Министерство молодежной политики и спорта в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». И в нем участвовало порядка 8 предпринимателей, в том числе и резиденты территориального бизнес-инкубатора, где выступили также бизнес-тренеры города Москвы. Вот вы сказали, что для подачи заявки остался всего один день. Да. Если у кого-то возникло желание, что делать, куда обращаться? Если возникло желание, необходимо будет обратиться в бизнес-центр «Деловой мир Зауралья». В течение завтрашнего дня? Да, в течение
точнее, скорее всего, до обеда, потому что необходимо будет организаторам закупить билеты, оплатить за услуги данного В общем, санатория. времени на долгие раздумья нет, Да, нужно действовать да. быстро и сразу. Если вы решились, так что у вас есть время быстренько решиться, подумать и обратиться до обеда завтра. Ждем вас в бизнес-центре «Деловой мир Зауралья». Вы уже сказали, из тех мероприятий, которые грядут, это вот бизнес-лагерь. А что еще планируется в ближайшее время? Также в рамках, мы активно работаем с федеральной программой «Ты предприниматель». В рамках этой программы у нас планируется посещение как для начинающих предпринимателей, так и для действующих предпринимателей различных спикеров. Они ожидаются в 4-м квартале текущего года. По спикерам я назвать не могу, потому что пока мы связывались с организаторами, пока они определяются, кто приедет в город Сибай, а также в Зауралье республике. Так что мы в ожидании. Ну а, кстати говоря, какие темы, кто выбирает темы для предстоящих тренингов и семинаров? Темы они как определяют сами, так и согласовывают с нами. Они направляют нам различные темы на согласование, а также просят от наших предпринимателей обратной связи. Так что, уважаемые предприниматели, если вам интересна какая-нибудь тема, вы можете задаться этим вопросом, чтобы привели ее. И мы со своей стороны обратимся к организаторам данного мероприятия. Недавно только был случай, месяц назад у наших предпринимателей города возник вопрос по организации мероприятия по госзакупкам, и Центр поддержки предпринимательства смог нам выделить одного спикера, бизнес-тренера, практика, и действительно провели очень хорошее мероприятие. Айнур Гумерович, наш эфир уже подходит к концу, и последний вопрос: какие задачи сегодня стоят перед бизнес-инкубатором, вкратце? Задачи те же, это адаптация начинающих предпринимателей к нынешней среде, это проведение образовательных мероприятий, это постоянное консультирование, это вырост в течение 3 лет успешных предпринимателей. Одним словом, активная позиция в сфере бизнеса, взаимодействия с нашим предпринимательством. Большое спасибо вам за беседу, удачи в вашей деятельности, и пусть у нашего бизнес-центра будет как можно больше успешных предпринимателей, которые уже выпустились из стен бизнес-центра. Спасибо. На сегодня все, уважаемые телезрители, увидимся в следующий четверг. Всего вам доброго и до новых встреч.